Любая история, которую можно снимать, держится на 3 китах, говорит Александр Зиненко. Первое – это фактурный герой, обладающий харизмой. Второе – события должны происходить в настоящем времени. И третье – необходимо оценить потенциал истории. Ты историю прочитал, узнали, как всегда, первыми газетчики, там, да, вот, допустим. И мы читаем, телевизионщики, киношники, документалисты, и мы оцениваем материал. А что можно снять? И сколько было случаев, когда через меня прошли ребята, продюсеры, которые готовили съемки, и многие вот этих вещей они не понимали. Они приносят, вот какая история, посмотрите, Александр Иванович. Я говорю, ну да, отличная история. А что мы будем снимать? Ну как, что? Вот посмотрите. Я говорю, так это уже все случилось, это все уже произошло, уже ничего нет. Архив, я говорю, нет. Нет. Какой архив? Где архив? А может, его и нет, этого архива, ты же не знаешь. Александр Зиненко начал с рассказа о своем документальном фильме. История Ольги Буниной из южноуральского поселка. Та самая, которую необходимо было показать зрителю. Фильм «Непобедимая» увидел свет в 2018 году. На утверждение проекта и съемки ушло 2 года. Героиня ленты – сильная женщина, которая пережила страшную трагедию, но не сдалась. Ольга – 13-кратная чемпионка мира по армрестлингу среди спортсменов-инвалидов. Она работает инструктором в спортзале и воспитывает 4 детей, 3 из которых приемные. Вот я смотрю на маленькую газетную заметочку про Ольгу Бунину. Думаю, ну чего, как вот здесь, вот как оценить, там мизер вообще. И я вижу фразу, за которую я чувствую, надо зацепиться, это то, что она взяла детей. Как взяла детей? Каким образом взяла детей? Почему взяла детей? Она необычный человек. Пожилые родители, инвалидная коляска, ну, какие дети? И вот так вот я начинаю делать то, что я называю принцип дерева. То есть я рисую дерево, я рисую ствол, и я формирую крону. И вот каждая веточка, это каждая, так сказать, что касается кроны, это эпизоды, это количество эпизодов. И когда у меня уже дерево формируется, я смотрю, лысое дерево, оно голое или там нормальная крона, значит, можно снимать. Александр Зиненко рассказал абхазским журналистам и о своем телевизионном опыте. В 1998 году он основал на канале НТВ программу «Профессия репортер», ставшую одним из самых популярных проектов на российском телевидении. Название для передачи придумал Леонид Парфенов. Острые репортажи с первых выпусков завоевали симпатии телезрителей. Тут как-то вот совершенно захотелось сделать другой стилистики. Участвовать, какие-то каноны нарушать. Вот, хотя все прекрасно знают, что мы не должны вмешиваться, так сказать, журналист должен. Вот, да. Вот, стали нарушать, стали идти на творческие провокации. Ну, так было интересно. Что-то было на грани фола, конечно, безусловно. Что-то очень спорно, что-то, так сказать, вызывало огромное отторжение, да, там. На встрече говорили и об эмоциональной составляющей профессии. Считается, что журналист должен оставаться сторонним наблюдателем. Участвовать ли в жизни героя вне кадра, каждый решает сам, говорит Александр Зиненко. А где они, эти правила прописаны? Правило одно – не ври. Не ври. Не ври, не говори то, чего не было. Не придумывай. Не искажай синхроны, да, там, слова, не снимай подставных героев, которых изображают актеры. Вот и все правила. А если ты вмешиваешься, да, ты нарушаешь, да, там какие-то правила, но внутренние правила ты свои ведь не нарушаешь. Для тебя это органично, ты хочешь помочь, ты помогаешь. И сколько раз мне приходилось вламываться в квартиры и участвовать даже в драках. Кто-то скажет, это недопустимо, это не журналистика. Я скажу, ну ради бога, следуй своим правилам. А у меня вот такие принципы.
На вопрос журналистов, что удивило в Абхазии, Александр ответил, не задумываясь: люди. Это уже вторая встреча, организованная Союзом абхазских журналистов совместно с международным медиаклубом «Формат А3». Проект будет продолжен. Эсма Гуланзе, Раму Камки, Абхазское телевидение.